8 февраля отмечается День российской науки. В БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы было проведено большое количество различных лекций, мастер-классов от лучших профессоров и ученых. Знаковым среди всех мероприятий стал челлендж «Ученый всегда ученый». На нем присутствовала администрация университета, профессора и студенты. Главным участником челленджа стал доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной физики и нанотехнологий Лачинов Алексей Николаевич. Челлендж, простыми словами, это некий вызов. Ты его принимаешь, выполняешь и бросаешь вызов другому человеку. Это эстафета. И наш челлендж «Ученый всегда ученый» прошел по всем правилам. Лачинов Алексей Николаевич бросил научный вызов Борисову Ивану Михайловичу. Подача привычной академической лекции в нестандартных форматах, которые диктуют современные тенденции, уже давно стала излюбленным и привычным методом для большинства преподавателей. Тому примеры – различные вебинары и онлайн-курсы. Преподнесение науки в новом обличии, отвечающее нынешним требованиям, делает лекции более интересными для молодого поколения. Так ли это? Да и заинтересована ли сама молодежь в науке? За последние десятилетия интерес к науке у молодежи не изменился. И это иллюзия, что студент пошел ленивый, меркантильный, прагматичный. Романтиков сколько было, столько и осталось. А в науку идут романтики. Вот у нас на кафедре практически все студенты романтики. Прошел также и научный семинар кафедры прикладной физики и нанотехнологий по актуальной проблеме «Объемные наноструктурные металлические материалы». С докладом выступил ведущий ученый Российской Федерации, заведующий кафедрой физики Уфимского государственного авиационного технического университета, доктор физико-математических наук, профессор Александр Игорь Васильевич. Участие в Днях российской науки приняла и Оксана Савченко, выпускница факультета физической культуры, 8-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госсобрания Республики Башкортостан. Она встретилась в читальном зале БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы со студентами ФФК и обсудила тему спорта с научной точки зрения. Кому-то достижения в спорте даются легче, кому-то сложнее, а вот почему это происходит и как, объясняет человеческая физиология и генетика. Молодежь интересует разные сферы, но всем интересно, чтобы они в будущем зарабатывали, опять же, хорошие у них были зарплаты, чтобы они занимались интересным делом. Не всегда это получается, и поэтому нужно самосовершенствоваться. Могу им только пожелать самосовершенствоваться, могу пожелать активничать абсолютно во всем. Неважно, наука, не наука, играть в КВН, потому что тоже своеобразная наука, потому что там интересно, и там ты познаешь мир, как он есть, скажем так. И не быть закрытыми, потому что даже сегодня, присутствуя на вот этой лекции, на нашей лекции, они хотят, может быть, где-то в душе задать вопросы, но они боятся это сделать, поэтому не бойтесь ничего, задавайте вопросы, это интересно вам, это интересно, может быть, многим.